Всем доброго утра, хорошего настроения. Продолжаем рабочую неделю. С вами Руслан Очиров. Вероника Тамтосова. И это утро мы по-настоящему постараемся сделать бодрым и подготовим вас к новому рабочему дню. Поделимся последней информацией. И, конечно, первое, которое необходимо всем, безусловно, это что же у нас за окном. Но за окном все чудесно. В центральных районах минус 4, минус 20. В Заречной группе уже плюс 2, минус 19. В южных минус 3, минус 15. В Вилюйской группе 9, 18 ниже 0. В Нижнеленских минус 2, минус 26. В западных 11-19 градусов холода. В Колыма-Индигирской группе Лусов минус 6, минус 26. В Янских 15-32 ниже 0. На северо-западе минус 18, минус 34 градуса. В столице в 6 часов утра температура была минус 18 градусов, атмосферное давление 757 мм ртутного столба, ветер 1 метр в секунду, северо-западный. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Но температура почти сказочная, 2-4 градуса холода. Хорошо, хорошо. Ну, вообще, с приходом весны, например, Вишневая долина в китайской провинции Чжэньцзян окрасилась в розовые оттенки во время цветения десятков тысяч деревьев сакуры. На кадрах посетители прогуливаются по холмам среди склонов, покрытых раскрывающимися бутонами. По информации местных СМИ, в период распускания цветков долина ежегодно привлекает большое количество гостей, как жителей страны, так и иностранцев. Сакура – собирательное название декоративных видов вишни рода слива. Деревья известны обильным весенним цветением в оттенках от белого до ярко-розового и широко используются в ландшафтном дизайне. Кроме того, растение считается национальным символом Японии и ассоциируется с идеей быстротечности жизни и природной красотой. Очень красиво, действительно. Слушай, ну сакура обычно это как-то связано с Японией, да? Тут у нас... Ну, мне кажется... Она и в России, по-моему, есть. Да, называется, безусловно. Это сорт вишни. Да. Вишни есть и в России, очень красиво. Знаешь, уже хочется чего-то потеплее. Вот смотришь такой, я хочу, чтобы весна была немножко вот такой. Но наша весна тоже очень красивая, когда солнце светит по снежным каким-нибудь, особенно сейчас снег выпал, да, сугробом, чистым, белым, светлым, тоже очень приятно. Да, вот эта погода сейчас мне очень нравится. Ну и вообще для наших северных условий совсем скоро тоже будет подобное зрелище. У нас зацветут подснежники. В южных регионах страны они уже появились. И жителям центральных регионов России напомнили о штрафов за сбор подснежников. Дело в том, что 15 видов этого цветка занесены в Красную книгу. В Якутии подснежники не растут, но так принято называть всем известный прострел цветок желтого или фиолетового цвета. Впрочем, и его сбор тоже грозит санкциями в виде штрафов до 5000 рублей. В теме разбиралась Саргалана Неустроева. На улице заметно потеплело, это значит, что совсем скоро в Якутии настанет сезон подснежников. Кстати, ученые вполне допускают использование именно этого названия, хотя правильнее, конечно, было бы называть эти цветы прострелами. Так вот, совсем скоро наступит сезон подснежников, но знали ли вы, что некоторые из них охраняются законом и срывать их нельзя? Исследователям известно о 5 видах прострелов на территории республики. Желтые, самые распространенные, произрастают в центральной Якутии. В северной ее части можно встретить фиолетовые прострелы. И хотя это не редкие растения, ученые не рекомендуют срывать их в большом количестве. Он не занесен в Красную книгу, но всегда мы рекомендуем его не собирать большими букетами. Это раз. И еще есть очень большая угроза от автомобильного, мотоциклетного транспорта для него. Потому что вот наезды на участки, сосновые леса, степные какие-то участки в долинах очень сильно вытаптывание производят, выдавливание растений, и тогда гораздо больше гибнет их, чем от букетов цветов. А вот срыв прострела турчанинова грозит якутянам штрафом в размере 5000 рублей. Он встречается куда реже и занесен в Красную книгу. К слову, от обычного прострела растение, на первый взгляд, не сильно-то и отличается. Ну, разве что цветом, он сине-фиолетовый. Поэтому, встретив в лесу необычный подснежник, не спешите его срывать. Совсем по-другому выглядит аянский прострел, еще один краснокнижный вид. Отличить его от более распространенного очень легко. Он совсем небольшой по размеру, с такими же небольшими листьями. Впрочем, вряд ли вам придется когда-либо применить эти знания, ведь найти этот вид не так-то и легко. Произрастает он исключительно в горной местности. Что реально говоря, да, населенных пунктов, там, где он растет, немного. Недалеко от города Нерингри
есть горные речки. Вот на этих речках, на галечниках, на наледных полянах можно встретить этот вид. Угроза, пожалуй, может быть от промышленности горнодобывающей. Потому что горные реки, могут быть где-то золотоносные участки. Вот в этом плане может ему что-то угрожать. Я не думаю, что существенная угроза непосредственно от человека для него есть. В любом случае, цветы хороши там, где они есть. Поэтому лучше их вовсе оставить в покое, позволив природе продолжать радовать нас своим цветением. Сарглана Неустроева, Нургун Старостин, Якутск. Красота Якутии и России, конечно, неповторима, и все больше иностранцев находят здесь свой дом. Владивосток привлекает людей из самых разных уголков земли. Один из них – Чарли Ландо. Молодой человек не просто переехал в Владивосток, а женился, стал отцом и настоящим амбассадором города. Подробности в сюжете наших коллег. Я понял, почему русские ничего не боятся. Да потому что у них есть место с запасом еды на 3 жизни вперед. Его ролики о бабушкином погребе, русском холодильнике, зимней рыбалке и жизни во Владивостоке набирают миллионные просмотры в интернете. Вообще не понимаю, что за прикол у вас такое? Каждый год вы топите свои крузаки за 5 миллионов рублей, чтобы поймать корешка за 100 рублей. Чарли Ландо родился и вырос в Африканской республике Конго. В 2010-м поступил в российский вуз на архитектора, жил в Воронеже и Москве. В дальневосточной столице оказался по любви. Отсюда любимая женщина. Здесь же решил попробовать себя в блогерстве. О тебе многие во Владивостоке узнали после 19 января, когда ты нырнул в прорубь на крещение. Расскажи об этом. Меня ребята сказали то, что будет крещение. Я сказал, я нырну. Я такая, ты нырнешь? Я говорю, да, я нырну. Да, так круто, что у тебя будто организм пробуждается прямо заново. Ты такой, это перерождение. Вести блог Чарли и его команда начали меньше года назад. Необычный формат понравился многим. Я думаю, что людям ближе тема, о которой мы говорим. Потому что это кто? Да, обычный русский парень. И я говорю про обычные русские вещи, обычные жизненные вещи. И я думаю, что еще город тоже участвует в этом очень сильно. Красивый фон, всегда море, такие марсианские пейзажи каждый раз. То есть это подарок. Про творческий псевдоним «Черный русский» Чарли отвечает просто. Это лучшее, что можно было придумать. С юмором и необычным видением он, кажется, подходит ко всему. Например, так вместе с женой разработали для маленького сына собственную систему изучения языков. Если ты хочешь узнать язык, тебе нужно погружаться в среде. Да, конечно, превращать свою кухню. Самара, там только на русском разговаривают, а зал превращай его в Пекин, там только на китайском. Сам блогер говорит на нескольких языках, но признается, с русским не все так просто, хотя изучает его уже больше 15 лет. До сих пор я продолжаю изучать язык, потому что падежи я даже до сих пор не могу понять, как вы понимаете друг друга. То есть я еду в Москву, я в Москве, это Москва. Оказалось, что ролики Чарли положительно повлияли и на развитие культурной жизни в городе. Так, после видео о выставке Фаберже в музее Арсеньева посетителей стало больше. И за последнее время Чарли как раз действительно стал амбассадором музея. Это люди как раз увидели у себя просто в Телеграме, в каких-то пабликах, что какой-то необычный молодой человек вдруг рассказывает о русском национальном достоянии, и ничего себе. Когда мы узнали про эту выставку, я его увидел, и такой, нет, это надо показывать, то есть, потому что это очень красиво. Творческих планов у этого улыбчивого парня много, как и воды во Владивостоке. И, возможно, благодаря ему туристов со всего мира в этом городе у моря станет больше. Город уже сам о себе говорит много. Город достаточно красивый, город просто живописный, чтобы как-то его сильно продвигать. Я просто думаю, что жители Владивостока прятали город от всех, чтобы это был их маленький секретик. Но ты его показываешь всем. Да, извините. Ирина Бочанцева, Александр Астафьев и Михаил Андронов. Панорама. Но я думаю, Чарли зарядил нас всех своей неповторимой энергетикой. Ну а мы продолжаем и далее передаем слово нашим коллегам из блока новостей.
Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении новой именной стипендии в честь выдающегося филолога Людмилы Вербицкой. С сентября 2026 года иностранные студенты и аспиранты российских вузов, имеющие значимые достижения в области русского языка и литературы, смогут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Стипендия будет назначаться на 1 год на конкурсной основе. Кандидатам необходимо иметь отличную успеваемость и научные публикации. Новая мера поддержки призвана стимулировать молодых специалистов, планирующих преподавать русский язык за рубежом. Ленчане предложат идеи для преображения общественных территорий. Город участвует в программе формирования комфортной городской среды. Ранее в рамках программы возвели детскую площадку на улице Орджоникидзе, а также благоустроили пешеходную зону «Путь к реке» на Аюнского. К рассмотрению принимают проекты благоустройства парков, аллей, площадей, набережных или зон отдыха. Голосование продлится до 27 марта на платформе Госуслуги. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте мэрии Ленска. Лучшие идеи попадут на всероссийское голосование. В Якутске стартовал ежегодный семинар совещания директоров, методистов и сотрудников библиотеки республики. На семинар прибыло более 50 библиотечных работников из разных улусов Якутии. Курсы повышения квалификации проведет приглашенный гость Сергей Басов, вице-президент Петербургского библиотечного общества. По своей авторской программе эксперт поделится эффективными формами и методами работы муниципальных библиотек. Отдельное внимание уделят подведению первых итогов работ центров популяризации детского чтения на родном языке на базе муниципальных библиотек республики. Работа семинара будет проходить на протяжении недели. Для нас сегодня это стартовая площадка по улучшению нашей работы. Мы вдохновляемся новыми идеями, мы знакомимся с изменениями в законодательстве, мы планируем с коллегами дальнейшее сотрудничество, находим новых партнеров в нашей работе, потому что это тоже немаловажно. Поэтому такие мероприятия очень нам важны. Программа достаточно обширная, то есть очень насыщенные дни нам предстоят. И мы с большим удовольствием всегда посещаем мероприятия Национальной библиотеки, потому что после мы выходим совершенно другими людьми. В столичном манеже открылась 6-я московская неделя моды, собравшая около 300 дизайнеров из России, Турции, Китая и других стран. Программа мероприятия рассчитана до 19 марта, включает свыше 80 показов. От авангардных нарядов с перьями и стразами до спортивных коллекций, которые презентуют профессиональные гимнастки и фехтовальщицы. Одной из главных новинок стал виртуальный стилист на базе нейросети, позволяющий гостям мгновенно примерить одежду с подиума. Помимо дефиле для посетителей организованы лекции экспертов индустрии, фестиваль тематических короткометражек и открытый маркет. Национальный парк «Ленские столбы» совместно с предпринимателем Олимпом Харитоновым представил виртуальный тур по зимнему маршруту в формате 360 градусов, о чем сообщили в пресс-службе парка. Прогулка позволяет пройти по заснеженной экотропе и подняться на вершину, откуда открывается вид на реку Лену. Проект будет полезен тем, кто планирует поездку, не может приехать в Якутию лично. Тур доступен на сайте в разделе «Достопримечательности Якутии». В планах парка создать аналогичный тур и для летнего сезона. Ну, интересная новость про 360 градусов экскурсию. То есть можно, сидя дома, посмотреть, подняться на Ленские столбы. Нет, ну, понимаешь, для нас вот Ленские столбы, вот я даже разговаривала со своим ребенком, говорю, поехали, съездим на Ленские столбы. Она говорит, Почему? Я говорю, ну почему? Это же так интересно. Мы же там были. Мы там были, говорит, летом, мы там были осенью, мы там были зимой несколько раз, и уже ей не интересно. Но, с другой стороны, представь, если ребенку где-нибудь скажут, поехали на Ленские столбы, это будет в Центральной России, ему сначала покажут это, то есть вот смотри, как там классно, какие там виды, это все можно увидеть вживую. Я думаю, реакция будет совсем другая. То есть, когда ты в таком урбанистическом постоянно находишься пространстве, где
сплошная застройка, где там до ближайшей, ну, пусть парка недалеко, а вот настоящей дикой природы очень далеко, мне кажется, там реакция будет другой. Просто мы живем в этой природе. Да, я согласен. Был такой случай, мы, ну, как бы тоже много раз посещал Ленские столбы, а тут приехал, это было лет 10 назад, наверное, иностранец прилетел в Якутию, и мы решили ему показать Ленские столбы. Он, когда поднялся наверх, он сказал, хотя он путешественник, он сказал, это самое лучшее место, которое я видел вообще в жизни. То есть, ну, это многого стоит, поэтому мы гордимся нашими красотами, нашей Мы природой. гордимся и с удовольствием их показываем, говорим, что вот, если у вас есть возможность поделиться таким теперь туром удаленным пока своим родным, близким, друзьям, которые еще не видели Ленские столбы из других регионов, отправляйте ссылки. Я думаю, что они с удовольствием посмотрят и заразятся идеей сюда приехать к вам поближе. Ну а мы продолжаем, и часто мы смотрим на календарь и видим просто дату. Да? Сегодня у нас 19-е, правильно? 17-е, спешу. 17 марта. Я еще так думаю, я пропустила где-то 2 дня. 2 дня, да. Но за каждой из этих дат скрывается целая россыпь событий, изменивших мир или просто подаривших нам повод для улыбки. Сегодняшний день не исключение. Пока мы занимались своими делами, история писала очередные страницы. О том, чем именно запомнилась сегодняшняя дата, узнаем прямо сейчас. На календаре 17 марта. По народному календарю Герасим Грачевник. На Руси в день Герасима прилетали с юга грачи. Считалось, что если грачи, прилетев сразу, принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Это день в истории. В 1816 году пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш. В 1861 году в этот день обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. В этом же году, 17 марта, завершилось объединение Италии в единое государство. В 1941 году, 17 марта, в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея. В 1950 году получен новый радиоактивный химический элемент Калифорнии. В 1991 году в этот день состоялся всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. В этот день родились Готлиб Даймлер, немецкий инженер, конструктор и промышленник; Генри Тейлор, британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион; Борис Полевой, советский журналист, писатель, прозаик; Рудольф Нуриев, советский британский артист балета, танцовщик, балетмейстер; Дмитрий Астрахан, советский российский режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Данил, Павел, Ульяна и Яков. Ну а чтобы каждый ваш день можно было записать в историю жизни, нужно начинать его бодрым и просыпательно-разбудительным способом. А поможет нам в этом утренняя разминка. Наш тренер Марина Никулина уже спешит нам на помощь. Доброе утро! С вами на связи тренер Марина Никулина. Начинаем нашу разминку. Поставили ноги на ширине плеч, руки положили на пояс и начинаем шейного отдела. 1, 2, полукруг, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки на плечи положили и 1, 2, 3, 4 назад и 1, 2, 3, 4. Хорошо, руки перед собой, к себе, локтевой сустав разогреваем. И от себя. 1, 2, 3, 4. Теперь руки положили на пояс, подняли правую ногу и разогреваем тазобедренный сустав, вращая 5 раз от себя. Хорошо. Теперь то же самое к себе. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Поменяли ножку 5 раз от себя. Если у вас не получается держать равновесие на одной ноге, можно ногу целиком поставить на пол и повторить. Еще раз. И к себе поменяли. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Ноги поставили на ширине плеч. Круговые движения тазом. Разогреваем поясницу, копчик. 5 раз в одну сторону и в другую сторону. Отлично. 3, 2, 1. Ноги вместе, руки на коленки. Колени рисуем круг аккуратно. 5 раз в одну сторону. Колени полностью не выпрямляем. 3, 4, 5 и в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки перед собой, запястья в замок и голеностоп обязательно. 1,
два, три, четыре, пять. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять. Руки, ноги встряхнули, сделали глубокий вдох через нос. И выдох, наклонились вперед, выдох. Хорошо. Теперь основное упражнение, которое всегда выполняем силовое, многосуставное, это приседание. Итак, изначально позиция, ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем вдох, садимся, шаг вправо, сели, встали, выдох, пришагнули к себе, в сторону влево пошли, сели, вдох, встали, выдох, ножку к себе и поехали. Вдох, встали, выдох, сели, вдох, встали, выдох. Самое главное, таз отводим назад, колени внутрь не клюют. Угу. Коленки в сторону. И еще раз. Итак, мы делаем 10 раз. Вдох, выдох. Хорошо, выполнили 10 раз. И сейчас самое главное. Встаем в статику и стоим на счет 10. Обязательно контролируйте, посмотрите на свои ноги, чтобы у вас колени не уходили вперед. Таз назад отвели, колени за носочек не выходят, стоим, еще, стоим, терпим, ягодицы будут гореть. 5, 4, 3, 2, 1, молодцы. И теперь делаем памп. Раскачиваемся сильно, высоко не поднимаемся, остаемся на горизонтали с полом. 5, 4, 3, 2, 1, молодцы, встаем, выдох, хорошо. И поехали. Второй подход. Вдох, выдох. Вдох, выдох, хорошо. Можно чуть побыстрее, у кого получается, отлично. Ага, и 5. Вдох, выдох наверху, 4, 3, 2, 1. Молодцы. И поехали в статику. Смотрите, встаем, таз ушел назад. Держим, как будто мы хотим на стульчик сесть. Если не получается, поставьте стульчик, чтобы была вот страховка, что вы назад не упадете. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох и выдох. Хорошо. Теперь сделаем растяжку. Очень важно после упражнения, чтобы сохранить эластичность мышц и быстро восстановиться. Возьмите за что-нибудь, за стул, за стол. Или если получается держать равновесие, берем левую ногу за голеностоп, ближе к ягодице и отводим назад. Делаем вдох, выдох, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, поменяли ножку. Вдох и выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Ногу левую поставили чуть вперед. Таз отводим назад, носочек тянем к потолку, растягиваем икроножные мышцы, раскачиваемся. 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу, ножку вперед, носочек в потолок, таз назад, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. А теперь очень важно, поставили ноги широко, сделали вдох, выдох. Взяли себя за голеностоп и потянули себя медленно ногам. 3, 2, 1. Хорошо. Вы большие, молодцы. Двигайтесь дальше, выполняйте все упражнения. И я гарантирую здоровые ноги, здоровое сердце. Размялись, а теперь вдохновляемся. Наша утренняя зарядка – это всего пару минут, а есть люди, которые посвящают здоровью тела и духа все свое свободное время. В эти выходные в Якутск принимал йога-фестиваль. Участие приняли представители из районов и города Якутска. Среди них и новички, и те, кто своим примером доказывает, что возраст не помеха. О том, как йога меняет судьбы и создает нейронные связи, покажем далее. В эти выходные Якутск стал центром притяжения для любителей йоги. 6 районов и столица. География фестиваля и количество участников в этом году расширились как никогда. То, что раньше казалось экзотикой, сегодня становится нормой жизни для тысяч якутян. И даже те, кто пришел в йогу совсем недавно, уже чувствуют изменения в своем организме. Как только я стала заниматься йогой, получается, у меня и осанка появилась, да, и похудела даже. Поэтому
очень-очень люблю это занятие и всем очень рекомендую. А глядя на 72-летнюю участницу из Татинского улуса, веришь, что возраст всего лишь цифра, а занятие спортом действительно способно останавливать время. Разные эти сложные асаны, позы развивают не только тело, но и когнитивное мышление, новые нейронные связи. Если, допустим, в обычной жизни мы просто двигаемся, а в йоге сложные задачи, они улучшают подвижность в быту. Александра Махначевская из Майи со спортом дружит давно. Участвует в полумарафонах и марафонах по бегу. И для нее йога – способ расслабиться и восстановиться после бега. На нашу камеру она с удовольствием демонстрирует свою любимую асану. Если после бега так стоять где-то минуты-две, это будет очень растягивает эти задние мышцы бедра, голени и вообще полезно для здоровья. Кульминацией фестиваля стали соревнования между студиями. Уровень подготовки приверженцев йоги растет, и судьям было непросто выбрать лучших. В упорной борьбе пальма первенства и переходящий кубок в этом году уезжают в Татинский улус. В Якутии, где зима длится 9 месяцев, йога стала не просто хобби, а способом сохранить тепло внутри себя. И судя по растущему интересу к этому виду спорта, в следующем году коврики расстелют уже представители всех районов Якутии. Ведь гармония, как известно, не знает границ. Туяра Филиппова, Семен Егоров, Якутск. Мы привыкли, что утро начинается с кофе и чистки зубов. Дело привычное, даже автоматическое. Но статистика говорит, что 90% людей до сих пор чистят зубы неправильно, а половина откладывает визит к стоматологу до появления острой боли. Но сейчас как раз идет неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, и мы решили разобраться, что значит ответственно на самом деле. У нас в гостях врач-стоматолог, терапевт Капиталина Едрихинская. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, первый вопрос. Сколько минут нужно уделять чистке зубов? Потому что кто-то говорит 10, кто-то 6. Ну, золотой стандарт – это 2 минуты. Этого времени достаточно, чтобы тщательно вычистить все поверхности зубов. Можно разделить полость рта на 4 сегмента части. Верхнюю челюсть справа-слева и нижнюю челюсть справа-слева. И уделять каждому сегменту по 30 секунд и контролировать себя с помощью таймера на телефоне. Ну, как будто бы все просто. А вот достаточно ли чистить зубы 2 раза в день или нужно чистить их после каждого приема пищи? Базовый минимум – это 2 раза в день. Утром после завтрака, вечером перед сном. После каждого приема пищи, ну, скорее всего, не обязательно. Иногда может быть даже вредно, потому что если человек выпил или съел что-то кислое, яблоки, цитрусовые газировки, то эмаль может стать на время уязвимой, чувствительной. Поэтому лучшая тактика после приема пищи – это прополоскать рот водой, по возможности использовать зубные нитки. И можно использовать еще дополнительные средства гигиены. Это ополаскиватели и пенки. Ну, наверное, самое удобное с собой носить. Вот сейчас очень много щеток, да, твердые щетки, мягкие щетки, ультразвуковые щетки, а какие-то еще электрические. Какую щетку выбрать и как ее правильно подобрать? Зависит от предпочтений человека, ну и от бюджета. Обычная мануальная щетка, она достаточно эффективна, если человек владеет правильной техникой гигиены полости рта. Это движение выметания от десны к краю зуба, ну и придерживается золотого стандарта 2 минут. Электрические зубные щетки, они наиболее оптимальный вариант для большинства людей. Сочетает в себе вращательно пульсирующие движения и убирает больше налета за меньшее время. А ультразвуковые зубные щетки, они работают за счет еще ультразвуковых волн, которые разбивают цепочки бактерий даже на расстоянии 4-5 мм.
Ну, идеально для людей с мостовидными протезами, с имплантатами и с брекетами. Поэтому зависит от каждого человека. Все, теперь я точно знаю, что мне нужно. Но если мы разобрались более-менее с зубными щетками, да, то какие инструменты еще должны быть у каждого для профилактики? Да, зубная щетка у нас удаляет только максимум 65% налета от поверхности зуба, поэтому в первую очередь у каждого человека должны быть зубные нитки, флоссы, флоссеры. Это абсолютный must-have в гигиене полости рта. Только зубная нитка может качественно лучше удалить остатки пищи и налет между контактными поверхностями зубов. Там обычно у нас и как раз начинается скрытый кариес. Ну, мы как люди, живущие на севере, потребляющие много мяса, Да, без зубных нитей. да. не обойтись. Еще рекомендую ирригатор. Это устройство, которое подает струю воды под давлением и вымывает остатки пищи из-под десен, массирует десны и тем самым улучшает кровообращение. Еще бы посоветовала бы скребок для языка, так как у нас на языке скапливается до 80% бактерий. Ну, если вот всем этим воспользоваться, Это мне ваш кажется, финал. 2 минуты точно недостаточно. Это мы еще не упомянули ополаскиватели, да, различные. Ну, это уже быстро. Ну, самый главный вопрос, конечно, мы чем старше становимся, тем больше времени у нас занимают дела и меньше времени на то, чтобы заняться своим здоровьем. Как часто нужно посещать стоматолога взрослому человеку или ребенку? Минимум раз в полгода советую, потому что кариес, гингивит — это воспаление десны. Да, на начальных стадиях они у большинства людей протекают бессимптомно. Визит один раз в полгода к врачу-стоматологу позволит выявить проблему на начальном этапе и решить как бы заблаговременно. Кариес стадии пятна возможно вылечить без использования бормашины. Вообще очень можно попробовать. А как часто нужно водить ребенка? Вот особенно, с взрослением у нас меняются зубы молочные на постоянные, да, вот, может быть, в какие-то периоды чаще нужно приводить, или наоборот, можно там раз в год приходить? Ну, у детей то же самое. Начинается с 1 года профилактические осмотры. Ну и по мере появления жалоб тоже надо ходить. А что касается, допустим, профессиональной чистки зубов, да, то есть как часто нужно ее делать, подобного рода, видимо, в мерах профилактики, скорее всего. Рекомендуем один раз в полгода. Профессиональная чистка зубов — это ультразвук, airflow, пескоструйная чистка. Она позволяет убирать то, что невозможно почистить в домашних условиях. Это твердый зубной камень, это пигментированный налет от чая, кофе, сигарет. Поэтому раз в полгода обязательно надо делать чистку. И вот здесь сразу такое, что такое фиссуры? Фиссуры — это бороздки, углубления на жевательных зубах. Вот, и вот есть такая процедура, как герметизация. Зачем она нужна и что она позволяет добиться? Герметизация фиссур — это процедура, которая, когда вот углубления бороздки на жевательных зубах, они заполняются специальным текучим материалом, который обычно в себе содержит лечебные вещества, фтор и кальций. Обычно пищевой налет застревает в этих бороздках, и невозможно вычистить это обычной зубной щеткой. Герметик заполняет углубление и делает поверхность зубов гладкой. Очень эффективная процедура, особенно у детей и подростков. Рекомендуется сразу после прорезывания. Ну и взрослым тоже можно делать, если при условии, если бороздки фиссуры здоровые. Мне кажется, если бы я в детстве такое сделал, мне, наверное, сохранил бы несколько зубов. Да, скорее всего. Я тоже Потому задумалась, что, по-моему, кариес всегда начинается в детстве. Да, как начинается с первых прорезавшихся шестер, первых маляров. Ну и в завершение, наверное, ваши главные рекомендации по уходу за полостью рта. Для достижения максимальной эффективности гигиены полости рта, для поддержания здоровья зубов без лишних действий и затрат, уход за полостью рта можно свести к нескольким пунктам.
Это, как я уже говорила, в первую очередь золотой стандарт. Чистка зубов 2 раза в день, не менее 2 минут. Второе – это следить за чистотой межзубных промежутков между контактными поверхностями, использовать дополнительные средства гигиены. Также использование зубной пасты с индексом абразивности не более 70-80. Например, отбеливающие пасты, они слишком агрессивны с высокой индексом абразивности, поэтому могут стирать эмаль зубов. Ну и визит 1 раз в полгода к стоматологу для профилактического осмотра. Спасибо большое. Вроде бы элементарные вещи, но я думаю, что они очень важны для каждого. Ну, это самая важная утренняя тема. Да, да. Спасибо большое. Но наша рубрика «Книжная полка» традиционно рекомендует вам интересные произведения, читая которые можно отвлечься от гаджетов и провести интересный вечер. Сегодня библиограф Надежда Иванова расскажет нам про произведение Николая Логинова по велению Чингисхана. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я познакомлюсь с книгой Николая Логинова «По велению Чингисхана». Это исторический эпос о создателе Великой империи. В книге описан тернистый путь становления от Темучина к великому Чингисхану. Будущий непобедимый воитель в 15 лет становится ханом одного из самых малочисленных и слабых племен Великой степи, живущей постоянной враждой и кровопролитием. Сильные здесь истребляют слабого, но тем могущественнее он становится, он больше навлекает врагов и завистников. Чтобы отстоять свое племя, Темучин вырабатывает свою собственную тактику и стратегию войны. Но главное, он вводит своеобразный моральный кодекс Ясу Чингисхана. В ней твердо указаны наказания за проступки и почести за доблесть и верное служение. Себя и воинов своего рода Темучин называет людьми длинной воли. И эта твердая родовая, а по существу государственная выстроенность дает возможность не только победить более многочисленные враждебные племена, но и объединить все народы степи. Чингисхан Николая Логинова – это философ и учитель народа. Он воин скорее по необходимости. Такова историческая версия Николая Логинова. С ней можно соглашаться или нет. Но нельзя не признать, что художественная ткань его произведения выписана убедительно, с твердостью и знанием нравов и быта того времени. Он утверждает, что только люди длинной воли способны творить истории и создать будущее. Я рекомендую эту книгу всем любителям истории и всем, которых интересует жизнь гениальных воинов и правителей. Иногда кажется, что для крепкой семьи нужны долгие разговоры, серьезные решения и особые традиции. Но на самом деле иногда достаточно всего лишь поиграть вместе. Простые игры с детьми могут стать настоящим мостиком доверия, научить поддержке, уважению и взаимопониманию. Как через игру родители и дети становятся ближе и почему такие моменты важнее любых гаджетов, расскажем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Дела семейные». Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы с вами поговорим о том, как можно укрепить семейные ценности. И сегодня мы с вами поиграем в игру. Эта игра отлично подойдет именно для того, чтобы укрепить память, повысить координацию, скорость, ну и вообще для того, чтобы прекрасно провести время со своими детьми. Итак, что же нам для этого понадобится? Для этого нам нужны будут листки А4, фломастеры и скотч для того, чтобы закрепить это все на стену. Я подготовила листы. Для того, чтобы было удобнее детям, я соединила 4 листочка с помощью скотча. Так, и сейчас мы будем готовить поле. Делим. Ничего сложного. Так. Так. И вот так. Угу.
Эти сектора нам нужно будет заполнить любыми фигурками, любыми изображениями, которые вы хотите сделать. Можно использовать буквы, числа в зависимости от возраста ребенка. Например, тут мы рисуем солнышко. Будет яблоко. Вот такое яблочко. Так, ваша задача сейчас как можно больше запомнить и нарисовать там. Вы можете бегать несколько раз, да? И самое главное, все повторить. Понятно? Да. Так, готовимся? Готовимся. На старт. Внимание, марш! Нет, дальше мети. Ага, вот там. Правильно, молодец. Чик-чик-чик. Такой сладкий, прямо вообще не могу. Такая игра станет отличной тренировкой мозга, именно поможет укрепить память, поможет укрепить координацию, развить творчество дальнейшее. Да? Также можно будет научить ребенка уметь проигрывать правильно, да, чтобы это именно было в игровой форме, без слез и лишних страданий, так сказать. Вот. А в целом эта игра отличный способ для того, чтобы укрепить связи между родителями, бабушками, дедушками, братьями, сестрами и замечательно провести время. Все. Ага, молодец. Ну, здорово, когда семья — это целая команда. Но 7-й детеныш родился у пары белых медведей Герды и Кая из Новосибирского зоопарка 7 декабря 2025 года. Несколько месяцев малыш провел в берлоге под присмотром мамы и лишь недавно стал выходить в открытый вольер. Одну из таких прогулок запечатлели на камеру. На кадрах гости с севера резвятся на территории комплекса, обустроенной под привычное место обитания арктических хищников. Это искусственные скалы и большие сугробы. На записи крошка игриво кусает родительницу за шею, после чего вместе с ней взбирается на склон и скатывается с него. Как и все белые медведи, детеныш появился на свет незрячим и беспомощным. Герда не оставляла его ни на минуту. Молодая мамочка не покидала берлогу более 2 месяцев. Впервые после родов она вышла из укрытия за едой 26 февраля. При службе зоопарка сообщили, что вес малыша составляет около 600 граммов, а пол еще не определен. Это будет сделано во время ближайшего ветеринарного осмотра. Ну а в эти выходные стало известно имя самой красивой девушки Хангаласского улуса. Конкурс «Мисс Хангалас» вернулся почти после 10-летнего перерыва, претерпев ряд изменений. За звание главной красавицы нынче боролись 8 девушек из разных наследов улуса. В этом году программа стартовала за неделю до финала. График участниц был расписан по часам. Помимо репетиций и занятий по дефиле, девушки участвовали в различных мастер-классах и акциях. При полном аншлаге девушки показали 5 конкурсных выходов, среди которых визитка, спортивный и творческие этапы. Особенно зрелищным стало дефиле «Мой родной край», для которого конкурсантки создали из подручных материалов наряды, символизирующие их родные наследия. Итак, титул второй вице-мисс получила Саяна Еремеева из Покровска. Первой вице-мисс стала еще одна покровчанка Елизавета Мартынцева. А главную корону и звание «Мисс Хангалас 2026» завоевала Карина Фомина из села Булгунитах. Конечно же, я следила когда была еще ребенком, хотела участвовать. И вот сейчас решила, что я буду достойно принять участие в «Мисс Хангалас». Я вдохновилась «Мисс Россия» в 2024 году. Наша девушка выиграла. И вот поэтому я увидела, как она ходит. Я хотела так же, но у меня не получалось. Сейчас вроде более-менее. Ну а сейчас к другим новостям, самым актуальным, которые произошли к этому часу.
Мы продолжаем рассказывать актуальные новости к этому часу. Россиянам запретят получать выплаты по ОСАГО больше 400 тысяч рублей. Предлагаемые страховщиками изменения должны быть включены в законопроект о реформе натурального возмещения по ОСАГО, который может вступить в силу уже в этом году. Кроме того, компенсацию сможет получить только сам пострадавший или же его законный представитель. Эти меры направлены на сокращение схем с автоюристами и роста доли ремонта автомобилей вместо выплат через суд. Все из-за того, что автовладельцы больше не ремонтируют авто по полису, а стараются выбить из компании выплаты на миллионы рублей, чтобы присвоить деньги себе. В Ленском родильном доме состоялась торжественная выписка 50-го новорожденного ребенка, девочки, родившейся в этом году в районе. Малышку назвали Аделина. Девочка родилась 12 марта, ростом 54 сантиметра, весом 3 килограмма 620 граммов. Для молодой семьи Дмитрия, Алины, Алексеевых Аделина стала первым ребенком. С цветами и ценными подарками девочку и ее молодую маму встречали родственники, а также заместитель главы по социальным вопросам Анна Барбашева. Она пожелала молодым их новорожденной девочке семейного счастья и благополучия, а также вручила сертификат на 50 тысяч рублей, передала сертификат на целевой капитал «Дети столетия». В этом году его размер вырос и составил 116 тысяч рублей. Было неожиданно, что будет столько много людей. Я была в шоке. Спасибо за поздравления. Эти средства пойдут на нужды для ребенка. Бурятская национально-культурная автономия города Нерюнгри в 6-й раз распахнула двери для всех желающих принять участие во всероссийском диктанте РД. За парты сели 25 человек. Каждый из них пришел, чтобы проверить свои силы и отдать дань уважения родному слову. Для многих это событие стало не просто проверкой грамматики, а настоящим праздником. Это была возможность прикоснуться к истокам, вспомнить богатство бурятской речи. Особый колорит встречи придали творческие номера. В завершении акции прозвучали бурятские песни в исполнении талантливых артистов автономии. По итогам проведения диктанта на отлично справились 15 человек, и остальные получили хорошие удовлетворительные оценки. Данный диктант пишут не только в регионах Российской Федерации, по всему миру. Всего на 10 312 площадках пишут наш диктант. Это говорит о том, что буряты не забывают не только свою культуру, они не забывают свою родную речь, находясь далеко от своей родины. С приходом весны россияне все чаще выбирают полезные продукты. С марта заметно выросли продажи семян чиа, чая матча, камбучи и газированных напитков без сахара. Также чаще покупают эдамамае и растительное молоко. В магазинах активно приобретают киноа и булгур, а также готовые блюда на пару. Кроме того, увеличился спрос на шпинат, рукколу, авокадо, томаты, рыбу и морепродукты. Аналитики связывают такой интерес с началом подготовки к пляжному сезону. Такими были новости этого утра. Встретимся в эфире. Продолжаем делиться интересными новостями. 16 марта стартовал 11-й региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» 2026 Республики Саха-Якутия. Движение «Обилимпикс» является частью комплексной реабилитации, способствующей развитию социально-культурной инклюзии в обществе, расширение перечня новых профессий, обеспечению эффективной профессиональной ориентации и мотивации получения профессионального образования, а также содействующие их трудоустройству и занятости. Ну, очень интересное направление. Да, и сегодня у нас в гостях представители Якутского технологического техникума сервиса имени Юрия Афанасьевича Готовцева, Анастасия Мейко, эксперт по компетенции кондитерское дело, и Айта Ушницкая, участница по компетенции кондитерское дело. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Анастасия Владимировна, расскажите о вашей компетенции и вообще, как часто вы участвуете в таких конкурсах и насколько это сложно? Ну, компетенция кондитерское дело, да, я являюсь главным экспертом регионального чемпионата «Обилимпикс» на протяжении уже 3 лет. Вообще получается так, что «Обилимпикс» уже достаточно давно. Именно наша компетенция получается с истоков даже, можно сказать, что начало.
Компетенция поначалу была проще. С каждым годом все усложняется, могу сказать, потому что уже нарастают профессиональные навыки у участников, и поэтому с каждым годом уже расширенный ассортимент изделий разных получается. Так как само по себе кондитерское искусство, оно очень разнообразное, так как вообще это и мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, десерты различные, печенье, и еще сахаристые. Это конфеты различные, пастила, мармелад, зефир, и поэтому вообще задания бывают разные. То есть от мучных кондитерских изделий до шоколада и зефира. Вот нынче в этом году у нас как раз представляется, то есть конкурсное задание на выполнение от зефира и корпусных конфет шоколадных. Это очень сложно, мне кажется. Ну, да, непросто. Особенно для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Да, это. Айтар, скажи, вот как пришло решение принять участие в конкурсе? Ну, принятие участия... Ну, что было самым таким главным, чтобы решить, я точно буду участвовать? Ну, Анастасия Владимировна, она мне предложила в том, что, типа, это возможность к подготовке к ДЭМ-экзамену и узнать получше там кондитерские там изделия и узнать свои сильные стороны или слабые. То есть, конечно, набрать опыта, да, получается? Да. Это же большой опыт во время чемпионата приходит. Но тебе самой нравится кондитерское дело? Да, мне нравится. Ну, это самое главное. Но по каким критериям ведется экспертное заключение? То есть что самое важное? Форма, содержание, вкус? Как вообще это происходит? Ну, вообще оценивание, да, экспертное как раз производится по критериям, которые предоставляют нам движение Билимпикс. И они четкие, эти критерии. Во-первых, это то есть участник должен показать работу на площадке. То есть это объективная оценка, то есть как он владеет навыками технологическими, профессиональными. Потом получается, что санитарию соблюдает, он технику безопасности соблюдает. Ну и, естественно, в итоге это презентация. Это когда они презентуют свои изделия. Это мы определяем внешний вид, общее впечатление, вкус, цвет. У темперированного, то есть шоколада, это хруст должен быть соответствующий, чтобы никаких налетов не было. То есть конфеты должны соответствовать всем стандартам и требованиям. Точно. Ну, так. практически это ГОСТ. Да. Получается, да, по четким критериям. У нас на столе сейчас, не могу не отметить, я думаю, телезрители тоже заметили, очень хорошие сладости здесь. Это шоколадные конфеты, да? Да. В виде это... сердечек вот такие вот, обратите внимание. Так, и это зефир, если не ошибаюсь. Зефир фруктовый. Это делали участники чемпионата? Конечно, да. Это вот работа Айты как раз. Здорово. Можно попробовать? Конечно, конечно. Так, давайте сейчас попробуем. Ну, очень красиво. Там Смотрите, еще даже... вот такое красивое сердечко. Там еще просто вот такая выполнена очень аккуратная работа. То есть видно, что на каждом сердечке еще углубление. Смотри, видишь? С начинкой? Конечно, да. Это не Ничего просто. себе. Да, это обязательно корпусные конфеты с начинкой. Ну, очень красиво, очень аккуратно и правда. Она красиво, очень вкусно вообще. Мне кажется, что это прям фабричное изделие по Ну, всем мы стандартам. Да, мы стараемся, то Потрясающе. есть идти к тому, чтобы это соответствовало стандартным требованиям. То есть это обязательно. Я тебе скажу, Одно из условий. далеко не все фабричные изделия с такого вкуса. Это натуральный шоколад, да? Конечно, обязательно. То есть это кофейная начинка, кофейный ганаш. Что было из этого сложно приготовить? Ой, класс. Самое сложное? Именно начинку было сложно делать. Ну, очень красиво, прям очень-очень, потому что это же все вручную, все отливается, ну, потрясающая тонкая работа. Что было в подготовке для тебя самое важное? Подготовка мне была самое важное. Это измерение температуры там и еще... То есть Соблюдение технологических процессов получается, да? На каждом этапе определенно. Наверное, это сложно. Ну, конечно. У тебя все получилось, я еще одну съем. Так, очень вкусно, очень вкусно. Как вы считаете, для чего вот такие чемпионаты и что они дают ребятам, участникам и тем, кто хотя бы даже посмотрел, как это проходит? Ну, могу сказать, что вообще такие чемпионаты для инклюзии очень важны.
Получается, у нас есть конкурс профессионалы. Это для детей, как бы для всех студентов, для специалистов, для школьников тоже. Но уровень у них очень высокий. То есть не все ребята даже справляются, да. А вот именно Обилимпикс — это такой чемпионат как раз для тех детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, не детей, а вообще там и специалисты могут принимать, и школьники тоже. Это расширение их профессиональных навыков, их, получается, мотивация к совершенствованию. Плюс того, что для школьников это профориентация. А у участников Обилимпикса, получается, к нам приходят эксперты-работодатели, которые могут посмотреть на ребят и, соответственно, взять этих ребят на работу, потому что они же показывают такие, ну, колоссальные результаты. Колоссальные Я могу результаты, сказать, да. ничего не могу сказать в этом плане. И получается так, что их замечают и трудоустраивают. И мы, получается, решаем одну из основных проблем — это трудоустройство. И также, получается, это Обилимпикс как адаптационная площадка. Ребята, когда приезжают, встречаются, общаются, то есть они знакомятся, коммуникация новая возникает. И, соответственно, как бы у них, ну, то есть навыки расширяются, и это очень хорошо. То есть такие конкурсы замечательные просто. Ну, спасибо большое, что пришли, спасибо, что показали, рассказали, потому что, ну, все мы познакомились с изделием, посмотрели на ребят, это в лице, да, участниц, это здорово. Спасибо огромное. Желаем вам дальнейших успехов, ну и ждем уже на профессиональной арене, когда будут именные, наверное, какие-то конфеты. Побольше таких гостей нам в студию хотелось бы пожелать, потому что очень вкусно, действительно. Ну и мы, друзья, желаем вам отличного, бодрого утра и увидимся с вами снова также в это же время уже завтра. Новых побед вам обязательно, участвуйте и развивайтесь.